В Петербурге не принято спорить, какая из двух памятных дат главнее, и рисунки еврейских блокадных художников не про страдания отдельного народа, а про страдания народов. Цена того, что город выстоял, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Почти все погибли не от бомбежек, а из-за приказа удержать город любой ценой. Цена человеческой жизни в России по сей день, увы, не самая главная ценность, цена невысока, но да, это на самом деле и эта выставка, это, значит, на самом деле художественная акция, но, конечно, это общественно-политическая акция, которая в том числе и призывает к человечности. Большинство советских военных памятников о бесстрашных защитниках Ленинграда, моряках, красноармейцах, пионерах. Но на самом деле одним из самых страшных врагов стал голод. Продукты в осажденном городе можно было получить только по карточкам, причем поначалу суточная норма постоянно уменьшалась. В отдельные месяцы паёк составлял всего 125 граммов хлеба в сутки. А у Юдовина довольно много вот таких, там, голодающие, такая согбенная фигура, куда-то идет, ну, там у него там есть, допустим, такое название, там, столовую, то есть идет с каким-то бидончиком. Понимаете, то есть вещи такие, ну, показанные как бы впрямую, вот эти ужасы, переживания и все то, что происходило в Питере во время блокады. Эта графика – одно из самых объективных исторических свидетельств. Художники сделали эти рисунки с натуры. Живых участников обороны Ленинграда практически не осталось. Сегодня им всем больше 80 лет. Большинству уже не по силам принимать участие в траурных церемониях. К мемориалам в основном приходят только дети войны. Война – это ужас. И для детей, и для матерей, и для отцов. Мы в основном все дети войны. То, что мы пережили, и то, что мы остались живы, это благодаря, конечно, судьбе и в первую очередь нашим родителям, которые не доедали, они делили на детей. У каждого было разное количество. У нас, например, в семье было нас двое. Кураторы выставки надеются, что работами Каплана, Аксельрода, Юдовина пропагандируют именно эту идею, как альтернативу общей тенденции ожесточения общества. Хотелось бы верить, что это память в том смысле, что это память о том, что не должно повториться. Не должно повториться. Вот этот дискурс «можем и повторить», ну, понятно, что это как раз то, чему мы пытаемся противостоять, в том числе и этой выставкой. Работы будут выставлены в еврейском общинном центре еще месяц. После графику снова вернут коллекционерам. Скорее всего, это единственная возможность увидеть рисунки 3 военных художников-гуманистов в одном месте. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.